Сегодня у нас в гостях Парвиз Назаров, потому что у него турне огромное, амбициозные планы, по-моему, бесконечно можно продолжать этот тур, но сейчас Парвиз у нас в Таджикистане, готовится к своему выступлению, готовится к празднику. Мы можем назвать еще как минимум один город, где вы выступите, или это пока секретная информация? Юрий, у нас помощник есть, директор концертный. Про Таджикистан? Да, мы про Таджикистан. Ну, я думаю, что мы можем обещать концерт в Фудженте, это точно. Фуджан. Да, и Набат. Только там не вздумайте так сказать, они могут обидеться. По-казахски Фуджен. Ну и я думаю, что наверняка концерт состоится в Хароге. Мы этого все хотим. Но не в рамках этого тура, да, я так понимаю, пока? Нет, сейчас все в рамках тура. Не в рамках тура, только 2 песни, если там у кого-то день рождения или свадьба. Я могу прийти вот. Поздравить. Как мы говорили, по-дружески. флешечку включить. А так нет. Только в рамках тура все. Любой концерт. А вот эта песня, которая только что прозвучала, Македома «Лови Лов», она была записана для тура или нет? Нет, она была записана в 2015 году, когда ко мне приехали мои братья, и мы создали вот этот проект. Она была записана для нашего альбома. Мы за 2 месяца сразу записали 13 песен. И вот она как раз... Просто она выпущена только сегодня, в 2018, а она сделана уже в 2015, и уже снят клип, который еще ждет, когда его кто-нибудь смонтирует. То есть почему я. так у долго меня- не запускали? Ну, во-первых, у меня времени мало, а сведением, мастерингом, монтажом клипов, здесь же я тоже занимаюсь. У меня нет ни помощников, никого. Я сам сижу в студии, это делаю. И чтобы это все делать, нужно время. А мне же еще нужно своими делами заниматься, еще тур. Поэтому все песни вот с 2015 года Македому выпустили, по-моему, 10 композиций. Они в нете все есть. И 10 композиций и 10 видеоклипов. Вот. И еще у нас выйдет вот этот Love Love, которая сегодня у вас прозвучала. И еще 2 композиции. Получится 13 песен. Наш альбом, который мы записали. Я вот хотел бы по поводу вашего проекта Македома спросить. То есть это такой, насколько я понимаю, изначально был шуточный проект. Да. То есть у вас 3 брата, 3 Назаровых, которые сделали проект Македома, который переводится как «Дядя дома». Да. Да, что послужило этому? Почему это? Мы хотели, насколько можно его сделать таким смешным и прикольным даже. Таким, сделать что-то такое, попытаться хотя бы сделать, что еще пока до нас никто не делал. Допустим, мы, вот Шетхаре есть такая композиция, это такое слово, да, его никогда никто не пел. А мы это слово сделали еще припевом песни, понимаете? И когда все только слышат, что сейчас прозвучит эта песня, и те, кто понимает, они сразу начинают смеяться, уже им смешно. Мы тоже, кстати, узнали перевод этого слова, Да, и да, тоже да. периодически Понимаете? смеемся. И вот мы вот именно на это делали упор, но мы не ставили для себя задачей выступать. То есть это изначально виртуальный проект. Проект просто как проект, вот просто в сети его можно посмотреть, потому что один братишка из этого проекта, Гульмамат, он живет в Калининграде, но он, кстати, приехал специально, чтобы выступить 18-19 и спеть со мной 3 песни То есть он из тоже проекта здесь? Македомы, да. А другой еще мой братишка, Аброр Назаров, он, к сожалению, живет сейчас, он не сможет приехать, но он живет в Москве. Понимаете, мы разбросаны, у нас не получится вместе выступать. Поэтому это такой вот, хотя многие люди, и в том числе близкие там наши, они думали, что мы сейчас сделаем этот проект, и они станут миллионерами, богатыми. Они же не знают, я-то уже все это прошел, они же новички. Гульмамат, он был всю жизнь наблюдателем, вон работал. Но в душе он был музыкант, и поэтому я его подтянул. И Доброр, он всю жизнь с Далером был гитаристом, понимаете? И это тоже для него интересный новый опыт. А почему такое название все-таки «Дядя дома»? Ну, оно такое уютное. То есть, когда дядя дома, там все хорошо, печеньки на столе, там чаек зеленый, орешки.
Парвиз, у меня еще, знаете, какой вопрос, не касающийся этого проекта, а в целом. Вот вы, на самом деле, с ведением, мастерингом всегда занимаетесь сами. И клипы делаете, я так понимаю, тоже Да. все под вашим чутким руководством. Да. Почему? Вы никому не доверяете или считаете, что если хочешь сделать что-то хорошо, надо делать самому? Просто так сложилось, что я стал этим увлекаться, купил себе аппаратуру, научился снимать. Ну, я в прошлом художник, может, это вот помогло мне. Я сам снимаю как оператор своих клипов, где, допустим, я в кадре, я беру дочку и сына. Сын второй оператор, дочь первый. Вот. А так, в общем, у меня в студии там и монтажка, и сразу я могу заниматься музыкой. То есть, не выходя из своей комнаты, я могу уже то есть заниматься творчеством, делать что-то такое интересное. Ну и судя по тому результату, который мы получаем, он отличный. Это здорово, Спасибо, отличная работа. спасибо. Вот мы говорили сегодня в процессе нашей беседы о кризисе, да, который так или иначе сказался вот на вашем творчестве. Я имею в виду, что вы не так часто выступаете. И я, наверное, хотел к Юрию обратиться по поводу концертной деятельности. То есть с какими чаще всего, вот вы же договариваетесь в концертах, с какими чаще всего трудностями приходится сталкиваться вот именно при разрешении вот этих вот вопросов? Проведение, да, мероприятий? Проведение мероприятий именно, да. Слово «трудность» мне не нравится, оно неправильное слово. Хорошо, с чем сталкиваетесь? Сталкиваемся с переговорами. Да, у нас идут переговоры, мы разговариваем, и в итоге мы все равно достигаем результата. Мы месяц назад приехали в Душанбе с Ильей Есеновой, это вот продюсер Парвиза, супруга, вот, моя тетя. Да, мы все По родственники. совместительству. Да, мы все родственники. Мы Семейный приехали, подряд такой. И мы начали вести переговоры сразу в нескольких направлениях. И так получилось, что вот это направление, которое и определилось, да, оно оказалось самым оптимальным. Сделать большой праздник, музыкальный праздник в преддверии Дня независимости. Я считаю, что это тоже правильно, потому что это главный праздник в стране, День независимости. И Парвиз с такими большими концертами давно не был в Таджикистане, в Душанбе. Поэтому мы и решили сделать этот концерт глобальным, да, большим для всех, чтобы любой желающий мог попасть, и у него была возможность прийти на концерт Парвиза. Поэтому покупайте 2 колы. Да. Всего лишь надо купить 2 кока-колы, прийти на концерт и получить удовольствие. Сколько вам заплатили, Вот, признавайтесь? видишь, говорят же, нет слова проблем или трудности, есть слово переговоры. Вы говорите кола, 2 бутылки, билет, а мы вам даем площадку. Все правильно. Ну и, кстати, по поводу грандиозных концертов, Парвиз, у вас, насколько я знаю, в Казахстане сольный концерт последний, крайний, был аж 10 лет назад. Ну, он связан именно вот с кризисом, потому что сейчас и после вот этого времени, то есть уже это большая редкость. Большой, хороший, качественный сольный концерт, там не под фанеру, там просто включил как бы флешечку, да, а сзади якобы это просто как мебель антураж, стоят. да, как мебель там это. А вот действительно настоящий, как вот во всем мире практикуется это. Вот, тем более. Поэтому не было моих концертов. Отдельные такие выступления на таких небольших мероприятиях. Ну и коротенький, быстренько вопрос. Какой бы вы совет начинающим исполнителям дали, вот как себя вести, что нужно делать, чтобы сделать Именно- качественную музыку, да? Но я бы посоветовал меньше думать о том, сколько ты не заработаешь, и больше любить то, что ты делаешь. Гениально. Я думаю, остальные слова Отлично. будут уже лишними. Огромное спасибо вам, Вам что спасибо. смогли прийти. Я понимаю, что у вас был сложный час, даже больше там у нас внизу, в газетно-журнальном комплексе «Шарки Озот». Вот это огромная пресс-конференция. Еще мы тут со своими вопросами. Вам спасибо. Вам- Мы сейчас едем на репетицию, кстати, опять. Да, ребятам Удачи всем вам в большой этом привет нелегком передавайте. деле. Успешного вам проведения мероприятия. Мы придем обязательно.
Вот, к сожалению, придем мы только сюда, а хочется следовать за вами повсюду, где бы вы... Приходите на выступление. Я про концерт сейчас и говорил. Нет, я имею в виду в разных странах. Ну да. Ни одной локации уже мало. Друзья, не забывайте, 18 и 19 числа на ипподроме грандиозное мероприятие Душанбе Саммерфест. Будет классно, будет здорово. Ну и не можем мы попрощаться без вот этой вот песни замечательной, которую поют все, кто знает язык, кто не знает. Парвиз Назаров, Чарх Бизан. Всем счастливо, всем пока. И с вами тоже мы прощаемся. Счастливо.